479 году до нашей эры, когда персидские солдаты осаждали греческий город под Эдеей, вода отступила больше обычного, открывая удобный путь для вторжения. Но это не было счастливой случайностью. Прежде чем они успели преодолеть половину пути, вода вернулась в виде волны, выше, чем кто-либо когда-либо видел, утопив нападающих. Бодидийцы верили, что их спасла ярость Посейдона, но на самом же деле спасший их феномен был тем же, что разрушил бесчисленное множество других городов – цунами. Хотя в основном цунами известны как приливные волны, на самом деле они не относятся к приливным движениям, вызванным гравитационными силами Солнца и Луны. Во многих смыслах цунами – более масштабные версии обычных волн. У них есть подошва и гребень, и они представляют собой не движущуюся воду, а движение энергии сквозь воду. Разница в том, откуда берется эта энергия. Энергия обычных волн в океане создается ветром, так как он влияет только на поверхность волны. Волны ограничены в размерах и скорости, однако цунами вызваны энергией, возникающей в подводном пространстве из-за извержения вулканов, подводных оползней или чаще всего землетрясений на дне океана, происходящих, когда тектонические платы Земли сдвигаются, высвобождая огромное количество энергии в воду. Эта энергия достигает поверхности, перемещая воду и поднимая ее выше уровня моря. Однако гравитация тянет ее обратно вниз, что заставляет энергию растекаться наружу в горизонтальном направлении. Так рождается цунами, движущееся со скоростью более 800 км в час. Когда волны цунами далеко от берега, само явление едва ли можно обнаружить, так как движение происходит через всю толщину воды. Когда же оно достигает мелководья, происходит нечто под названием обмеление. Меньший объем воды вызывает сжатие этой громадной энергии. Скорость волны же снижается, в то время как ее высота увеличивается до порядка 30 метров. Слово «цунами» с японского «волна в гавани» объясняется тем, что его обнаруживают только когда волна уже около берега. Если подошва волны подходит к берегу первой, вода распространится дальше обычного до того, как набежит волна, что может быть опасно обманчивым. Цунами затопит не только людей на побережье, но и многоэтажные здания и деревья на километры вглубь, или даже больше, особенно на низинных территориях. И как будто этого недостаточно, вода затем отступает, утягивая за собой созданные руины и все, и всех, кто имел несчастье попасть на ее пути. Цунами 2004 года в Индийском океане стало самым смертоносным стихийным бедствием в истории, забрав жизни более 200 тысяч людей по всей Южной Азии. Как же мы можем защититься от такой разрушительной природной силы? В некоторых местах люди пытались остановить цунами созданием защитных стен, плотин и каналов для отведения воды, но они не всегда эффективны. В 2011 году цунами преодолело защитную стену вокруг атомной электростанции Фукусима, вызвав радиационную аварию, унесшую по официальным данным 18 тысяч жизней. Многие ученые и политики, вместо того, чтобы уделить внимание раннему обнаружению и мониторингу подводного давления и сейсмической активности, создают глобальные коммуникационные сети для быстрой передачи тревожных сигналов. Когда природа слишком мощна, чтобы препятствовать ей, самое безопасное – уйти с дороги.